Многие в комментариях к этому видео спрашивают, а что за инструмент кылкубыз и чьим национальным инструментом он является. Мы сегодня хотели рассказать о нем подробнее. Первыми о возрождении кылкубыза заговорили казахские музыканты, исследователи, и многое сделали для того, чтобы кылкубыз был возрожден в национальной музыке, поэтому он более распространен в Казахстане. И другие тюркские народы тоже подхватили эту тенденцию и возрождают этот старинный инструмент в своей национальной культуре. Кылкубыз появился еще в доисламский период развития тюркской цивилизации. И практически у всех тюркских народов есть такой музыкальный инструмент. В древности его изготавливали из цельного куска дерева. Считалось, что так сохраняется поющая душа дерева. Нижняя часть олицетворяла мир нижних духов, верхняя – мир верхних духов, а серединка – наша земная жизнь. И мы в своей земной жизни так и живем всегда между добром и злом. Струны натягивались из конского волоса, а вместо смычка использовался лук. Впоследствии стали изготавливать лукообразные смычки, и в кылкубызе резонирует не только дерево, но и кожа, натянутая на нижнюю деку. От этого звучания становится уникальным.